Еженедельно в Москве в крупных выставочных центрах проходят международные всероссийские выставки и фестивали. За последние годы многочисленными мероприятиям отданы главные площадки столицы. Так, в 4-й раз книжный фестиваль разместил свои издания на Красной площади Москвы. С подробностями Наталья Сазонова. 4-й книжный фестиваль «Красная площадь», приуроченный ко дню рождения Пушкина и Дню русского языка, собрал под свои своды представителей 45 регионов. На территории в 23 тысячи квадратных метров, а это величина Красной площади, развернулись 13 тематических площадок и стенды российских издательств со 100 тысячами наименований книг. Нас, конечно же, интересовало республиканское издательство «Бичик». В этом году у нас огромным спросом пользовался тот проект, с которым мы очень долго работали. Это проект вице-спикера Ильтумяна Александра Николаевича Жиркова «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира». Вот эту книгу мы привезли, и не хватило до вот последнего дня ярмарки, все раскупили, и мы этому очень рады. Ну и наши другие книги тоже пользуются хорошим спросом. Скажите, а что вас привлекло вот на этом стенде? Я из Ямало-Ненецкого округа, поэтому национальные традиции пересекаются вот в области книгоиздания. Вот я просто смотрю, что интересно находится на вашем стенде. Для участников и посетителей были проведены встречи, авторские лектории, концерты и презентации литературных проектов. Бичик представлял свое издательство в национальном колорите, рассказывал о нашем северном крае, о мужественных людях, живущих в условиях вечной мерзлоты, которые впоследствии и становятся героями современных произведений. На Красной площади были представлены лучшие образцы художественной, научно-популярной, энциклопедической, учебной и детской литературы. Наше издательство вот, по итогам конкурса «Лучшие книги года России», который проводит Ассоциация книгоиздателей России, вот эта вышесказанная книга «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира» стала лауреатом этого конкурса. И еще одна книга «Исык Туймады» стал дипломантом. Книжный фестиваль еще раз доказал, что Россия – самая читающая страна мира. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, Москва.